Хайырлы кез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Башкорт Дәүләт Академия драма театры, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Дәүләт Академия драма театры һәм тамашасы һорауы дип аталган яңа тапшырулар шәлкеме. Моның сиктәрендә без театр әһелләре белән, театрда эшләгән төрле артистлар белән, режиссерлар белән әңгәмәләр оештырабыз, һезнең һорауларыгызга нигезләнгән әңгәмәләр. Бүген был шәлкемнең тәүге тапшыруы һәм бездә кунакта Родион Букаев. Хайырлы кез, добрый вечер. Здравствуйте. Наверное, мы придумаем какой-нибудь регламент, который согласует языковую политику данных прямых включений. Поэтому еще раз и на русском языке. Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы начинаем серию видеороликов и прямых трансляций, которая называется «Тамашасы Грова», то есть по заявкам зрителей, по вопросам зрителей. В ее рамках мы будем беседовать с различными представителями театрального искусства, которых занесет в стены Башкирского театра драмы имени Мажида Гафури. И сегодня мы начинаем эту серию с режиссером Родионом Букаевым. Добрый вечер, Родион Тимурович. Здравствуйте. Ну, во-первых, сразу скажу, что часть вопросов нам прислала наша группа подписчиков из Инстаграма. Почему-то во ВКонтакте вопросов было не очень много, можно сказать, вообще не было, а в Инстаграме их было больше. Как вы относитесь сами к социальным сетям, к Инстаграму? Как к данности, как к тому, что это веяние времени. Являетесь ли вы сами активным пользователем социальных сетей? Я являюсь пользователем, но не сказал бы, что активным, нет. Считаете ли вы это своим недопущением, своим упущением, какой-то недоработкой, может быть? Да нет, тоже не считаю. Ну, может быть, надо быть поактивнее. Ну и начнем мы, конечно, с вопроса пользователя под ником Наиль93. Он активно интересуется, как вам работается в Башкирском театре драмы. И вообще, мы дополним этот вопрос, первый ли это опыт работы с Башкирским театром? Да, это первый опыт работы с Башкирским театром. Здесь идет ремонт. И ремонт, конечно, накладывает отпечаток на все впечатления, потому что все везде красится, сверлится, шпаклюется, вот, дымит. Мне кажется, это наоборот поддерживает рабочую атмосферу во время репетиции. Ну, такое, да, немножко даже метафорично выражаясь, видно, как все создается, и я присутствую при создании фактически заново здания, сцены, зрительного зала и так далее. Это очень интересно. Работается мне, особенность заключается в том, что театр национальный. Я, конечно, работал раньше в национальных театрах, в других уголках России. Вот. Они, конечно, в целом похожи друг на друга, потому что здесь работают неравнодушные к собственной культуре люди. И это видно, это ощущается. Если говорить про то, как мне работать с актерами, мне работать с актерами легко. Они доверились мне и скрупулезно подчиняются замыслу, который я им предложил. Вот. Это очень импонирует. Может быть, вы учили какие-нибудь команды на башкирском языке специально для актеров? Нет, не учил. Или знали заранее уже какие-то команды? Все равно они универсальные. И, конечно, мы больше разговариваем на русском. Хотя я уже какие-то башкирские слова уже слышу. Кстати говоря, об актерах. Как вы подбирали актеров? Потому что если над спектаклем работает какой-нибудь местный режиссер, он примерно знает амплуа актеров, как они работают, с кем ему будет выгоднее построить спектакль и выстроить роль. Как вы выбирали актеров для своего спектакля, будучи человеком, который, мало, наверное, знаком был до этого с их работой? Действительно, я спектаклей почти не видел. Я видел только в Москве спектакль «Джуд», когда-то несколько лет назад. Я доверился главному режиссеру театра Айрату Абушахманову. Мы с ним детально разрабатывали
то, что разрабатывали мы с ним, но проходили путь, когда я ему рассказывал что-то про спектакль, он видел этого материала эскиз спектакля такого вот в Красноярском ТЮЗе я делал эскиз по этому произведению. И Айрат Ахтямович, он решил, чтобы вот подобный спектакль был в театре. После эскиза я нигде не доделывал работу, и мне было интересно все-таки ее доделать. Была приглашена для этого драматург не из Башкирии, она из Омска, Светлана Баженова. Вот, мы сделали инсценировку, переделали немножко то, что было у автора. Автор Адель Кутуй, он татарин из Казани, вот, и он не дописал сказку «Приключения Рустема». Мы ее дописали и, конечно, исходя из сегодняшнего дня, из сегодняшнего времени, адаптировали ее специально для башкирской публики. Мы еще продолжим разговор на эту тему. Мы узнали, что у вас, это уже вопрос от нас, а не от подписчиков, есть особая традиция передавать привет от одного театра к другому. Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее. Да, есть такая традиция у меня. Однажды я был в городе Севастополе. Это был сентябрь, было тепло, солнечно. И мне нужно было через 2 дня лететь в Красноярский край, в город Шарыпово. Есть такой маленький город. Наверное, он чем-то может быть похож на Сибай. Вот. И я сидел на репетиции, уже были прогоны, и вдруг сказал: знали бы вы, где я окажусь через 2 дня. И там один пожилой актер, взрослый, уже опытный, он спросил меня, где, я рассказал, что в Шарыпово, взмахнул руками, сказал: так я там был когда-то, я работал в театре в другом городе, но рядом, и мы туда приезжали с гастролями, и когда мне улетать, и уезжать из театра, он принес мне в пакете большую гроздь винограда со своего огорода, видимо. И сказал, что мы все одна семья актерская, театральная. Вы можете передать это вот артистам в Шарыповском театре? Вот, там была лаборатория. Я сначала ехал из Севастополя в Симферополь на машине, потом летел из Симферополя до Москвы, несколько часов ждал самолета до Красноярска. Гроздь была всегда со мной. Прилетев уже утром на следующий день, я потом около 3-4 часов ехал на маршрутке из Красноярского аэропорта до этого города Шарыпово. И на первой же встрече с актерами, это были актеры Лесосибирского театра, я им развернул пакет и сказал: вот вам передал это актер из Севастополя, вы его не знаете, но мы все равно все одна семья. И они начали есть этот виноград, и в этот момент я подумал, что это миссия, что можно вот так вот начинать любую встречу, и это важно. Я привез томских конфет актерам Башкирского театра, а они что-то передадут актерам Магадана. Уважаемые друзья, можете в комментариях пока писать, что Родион Тимурович должен передать в Магадан из Башкортостана. Ну, это не я решаю, это решат актеры. Ну, и мы вместе, зрители, решим. Это очень важный вопрос. Хорошая традиция, очень интересная. Продолжим нашу традицию отвечать на вопросы подписчиков и перейдем к вопросу от пользователя с ником Тата Коча. Не знаю, что это значит, но тем не менее. Очень хочется подробнее познакомиться с вашей художественной биографией. Есть ли возможность посмотреть какие-то из ваших постановок в интернете? Спрашивает Тата Коча. Действительно, можно посмотреть. По-моему, даже я сам на Ютубе выкладывал некоторые свои работы и, наверное, продолжу, особенно те работы, которые уже сошли с подмостков. Вот, но не все, но видео я собираю. Вот с тем же Лесосибирским театром, я знаю, на днях, буквально там чуть ли не
в начале месяца Лесосибирский театр выложил спектакль «Малые деньги», который поставил я в этом городе. Вот. И хороший, на мой взгляд, спектакль. Он как-то вот сошел. Надеюсь, за деньги хорошие. Нет, разные. Продолжая вопросы, которые подготовили мы и опирались на вашу биографию, Суворовское училище, Да. военный университет и внезапно профессия режиссера. Когда и в какой момент произошел этот слом? Или это вообще не слом? Или это что-то такое, что должно было произойти? Ну, это долгий ответ. Готовы ли вы его выслушать? Наверное, именно то, что вы даете долгие ответы, и повлияло на то, что вы не стали военным в итоге. Это был осознанный выбор. Суворовское училище я закончил в Казани. Дело в том, что когда я учился, я не знаю, как сейчас, но там была очень серьезно поставлена система профориентирования всех выпускников Суворовского училища. С первого семестра с нами проводили тесты и рекомендовали, исходя из вот этих тестов, в каком направлении вам лучше двигаться. Я был ближе всего к гуманитарным наукам. Вот. И мне рекомендовали определенные высшие военные учебные заведения. Вот. И вот такое высшее военное учебное заведение, оно было организовано в Москве. Вообще после распада Советского Союза подобное заведение было во Львове, где готовили военных культурологов и военных журналистов. А потом Украина перестала быть частью СССР, а Российская Федерация стала Российской Федерацией. Вот. И был организован факультет в Москве. Я поступил на этот факультет на отделение военных культурологов. И моя специальность была бы, если бы я остался в этом направлении деятельности, организация досуга воинской части. Поэтому я не назвал, что я был прям такой вот военный. Хотя, конечно, мы проходили все, нас учили и водить боевые машины, и стрелять, и из них тоже, из оружия, и строевая подготовка, и все-все-все. Но просто помимо этого нам преподавали, конечно, и режиссуру, и актерское мастерство, и все гуманитарное, что было. Но где-то на третьем курсе я понял, что мне ближе всего театр. Театр российской армии был наш дом в Москве. Мы ходили на все премьеры, спектакли, нас приводили даже строем. Вот. И когда я на третьем курсе понял, что мне ближе всего театр, на пятом курсе я ушел из военного университета и начал заниматься в театре, в студенческом театре МГУ, где уже потом как-то вот стал театральным режиссером. Ну, по-моему, ответ не очень долгий для вопроса о том, как вы стали из военного театральным режиссером. Пользователь под ником... Короче, этот решил. Звук находится. Да. Говорит, не слышал просто. Продолжаем с вопросом от нашего подписчика. Он спрашивает, какие фильмы вы любите и вдохновляетесь ли фильмами вообще. Да, конечно, вдохновляюсь и смотрю, стараюсь смотреть все подряд. И все вот эти номинанты Оскара или Канн, вот, и не обходят стороной. Кстати говоря, о номинантах на Оскар, среди них есть фильм, который называется «Кролик Джо-Джо». Смотрели Верно. ли вы его? Конечно. По-моему, извиняюсь, конечно, за такое предположение, но тема, какие-то художественные приемы в этом фильме созвучны, рифмуются с приемами, которые используются в спектакле «Солдат-невидимка». То есть через детскую историю показать всю бессмысленность, жестокость, абсурдность такого явления, как война. Верно. Мы даже, может быть, и пожестче, чем в этом фильме «Кролик Джо-Джо». Но способ подачи, у нас единственное, что нету ребенка на сцене.
Если в кино с ребенком как-то, с детьми можно выкручиваться, то с детьми на сцене это непросто, особенно режиссером приглашенным. Вот. Ну, дети имеют свойство сдавать экзамены, иногда Взрослеть, сидеть дома ломать голоса и так и далее. так далее. Вот. Но действительно, да, то, что война не игрушка, те смыслы, которые есть в «Кролике Джорджа», они есть и у нас. Раз уж мы заговорили о спектакле, который как раз состоится 20 февраля. Состоится, правильно говорить, состоится в спектакле? Человек Правильно. Да? Состоится 20 февраля. Спектакль «Солдат-невидимка» рекомендован для семейного просмотра. Верно. Расскажите, пожалуйста, что это за категория зрителей, семейный просмотр? Это родители с детьми, насколько я понимаю. Да, это тоже развернутый ответ, сейчас вы услышите. Ну, например, я смотрю не только кинофильмы, да, или телефильмы, я еще смотрю и сериалы, потому что мы живем во времена сериалов, когда очень серьезные кинематографисты, и актеры, и режиссеры, и сценаристы уходят в сериалы и создают очень качественный сериальный продукт. Мне всегда был интересен именно театр для семейного просмотра, и я очень люблю работать и для детской аудитории, и для подростковой аудитории, и стараюсь как-то что-то с ними взаимодействовать, контактировать. Это тоже отдельная тема для разговора, потому что театр как искусство проигрывает кино, телевидению, интернету и все больше теряет аудиторию. Это факт. И то население нашей страны, которым сейчас еще нет, допустим, 18, им нужно всегда рассказывать о том, что театр это круто. Потому что это та публика, которая будет потом приходить в театр уже в более возрастном периоде своей жизни. И вот, например, есть сериалы, увы, они в основном, конечно, западные, потому что мы все-таки консервативное общество и не можем с подростками разговаривать так открыто на их темы, как это делают, допустим, американские производители такого продукта или английские. Вот, например, сериал «Половое воспитание». Главный герой – мальчик-подросток, который учится в школе, и он живет один с матерью. Вот. И мать работает психологом-сексологом. Но сам мальчик очень зажатый, закрытый и так далее. ТБ, повторяю слова наших некоторых зрителей. И в какой-то момент вдруг он начинает консультировать, так как он сын своей матери, вот, всех детей на предмет, как им относиться к сексу, как сделать первые шаги, как признаться в любви и так далее. И вот, про это сериал. Там очень много тем, которые для нас табуированы. А для современных подростков, и в нашей стране в том числе, нет. Не знаю, сможем ли мы снимать в ближайшее время подобные сериалы. Но все равно разговаривать надо. Разговаривать на разные темы. Современным детям совершенно непонятно, что такое война. Они уже практически не застали своих прадедушек. Единственное, что мы видим в кино и на телевидении, и, например, на акциях там, «Бессмертный полк». И я к этому отношусь очень серьезно, но и одновременно, относясь к этому серьезно, я не могу не видеть, как очень сложно мне относиться, например, к тому, как я вижу на подобных акциях, например, как детей одевают в военные одежды. Мне кажется, что есть в обществе настроения, которые говорят, что война – это романтично. Есть подобные настроения. И мое суждение достаточно спорное, но с этим нужно разбираться. И об этом наш спектакль тоже, потому что война – это совершенно не романтично. Мы все равно видим какие-то на телевидении, мы все равно видим какие-то передачи, где
говорят о разных вещах, но в целом все равно есть вот это вот Бравада. ну, бравада или как это назвать, не знаю. Или я захожу в магазин и наблюдаю, какой огромный ассортимент игрушек для мальчиков с причудливыми танками, автоматами, формами, мечами и так далее. С этим тоже нужно разбираться. Сказка для семейного просмотра должна идти вечером. Однажды в городе Краснодаре я спустился из своего кабинета в фойе, и должен был начаться вечерний спектакль. Вечерний спектакль, в котором главный герой, таксист, имеет жену, любовницу, соседа, алкоголика, а у любовницы сверху сосед гомосексуалист, вот, и еще к нему приходят какие-то странные, несуразные полицейские. Я сейчас передаю одну известную пьесу, которая не сходит с подмостков российского театра уже много-много лет. Это спектакли развлекательного типа и пьесы развлекательного типа. Они идут, ну, если не в каждом театре страны, то через каждый театр страны. И что я вижу? Я вдруг вижу, как приходит супружеская пара с ребенком. И ребенку примерно 10 или 12 лет. И я не постеснялся и подошел к ним и спросил: а почему вы пришли на вечерний спектакль, в котором, ну вот... ТУБ, как я уже сказал. Да. На что мне они ответили, что мы очень любим театр, мы ходим, мы не пропускаем ни премьеры, но нам не на кого оставить ребенка. Вот. На нянечку, но мы не хотим тратить деньги. Мы лучше что-нибудь купим ему, и поэтому мы пришли с ним. Вот. Часто ли вы видите, например, зрителей с детьми? Я вижу часто. Часто ли я вижу, например, на спектакле 10 или 12 плюс или 14 плюс детей, которые гораздо моложе. Вот. Но при этом у них есть старший брат, и вот как раз для него этот спектакль. Но мама пришла с 2, потому что не на кого оставить. Много ли идет спектаклей в Уфе для семейного просмотра? А это очень важно, на мой взгляд, потому что когда ты показываешь историю, которая интересна и родителям, и детям, когда ты показываешь какие-то важные темы, настроения, передаешь вот эти впечатления, и вдруг ребенок, впечатлившись какой-то сценой, тут же может задать вопрос своему папе, например, или своей маме: а почему вот герой сделал так, а не этак? И возникает вопрос диалога, и возникает вопрос передачи какой-то очень важной информации, какого-то культурного кода, который в каждой семье все равно он взращивается и так далее. Часто ли мы ходим со своими детьми на мероприятия, ну, например, там, в театр там, или еще куда-то? Ну, в основном мы ходим на развлекательные вещи. Ну, в лучшем случае, слава богу, что сейчас музеи очень активно этим занимаются. Но вот, например, в другом городе, ну, например, вот в городе Елец в Липецкой области, спектакль в воскресенье в 12 часов дня. Я спускаюсь в фойе, спектакль уже начался. И в фойе полный зал сидит бабушек и родителей. И тут я задаюсь вопросом: а что идет? А шел детский спектакль. Родители привели детей, сели в фойе и ждут, когда дети посмотрят спектакль. Почему бы им там не сидеть? Но им не интересно, потому что там не то, и не те темы и так далее. А многие родители приводят детей, спрашивают, когда закончится спектакль. Через час, хорошо. Заводят детей в зал, выходят, садятся в машину и едут по своим делам, например, в магазин. И через час возвращаются. Такое может быть. А может быть и иначе, когда я приду вечером со своим ребенком, и мы посмотрим спектакль. И более того, спектакль будет на очень живую и глубокую тему. Как вы думаете вообще, каким языком
с ребенком нужно говорить, можно говорить и нужно говорить о войне, а каким категорически нельзя? Вот совет нашим родителям будущим и нынешним. Есть, во-первых, закон государственный, есть даже специальный регламент, что если это категория 6+, то нельзя определенные какие-то выразительные средства, например, курение, да, или Хотя выпивание в алкоголя. первоисточнике есть очень... В первоисточнике главный герой, подросток 12 лет, режет ножом врагов направо и налево, как Рэмбо. Вот. Конечно, у нас такого не будет. Ну или пропаганда курения. Мы законопослушные граждане. Конечно. И стараемся соблюдать законы Российской Федерации. Или пропаганда алкогольной продукции, да, например. Конечно, этого не будет. Но все равно мы должны разговаривать о том, что война – это не игрушка. Это основная мысль спектакля. Мы попытались найти ходы, выходы и попытались найти способы существования, чтобы было интересно смотреть и при этом не нарушать. Какой был вопрос еще раз? Каким языком говорить с ребенком о войне? Родителям, например. Главные советы для родителей. Им нужно рассказывать максимально правдиво, но с одной главной мыслью, чтобы никогда в жизни они не стремились эту войну развязывать или хоть как-то участвовать в ней. Давайте поговорим о первоисточнике, то есть повести. Правильно понимаю? Жанр определил правильно. Повесть Аделя Кутуя. Приключения Рустама. Рустама Жанра, да. Насколько я понимаю, в Татарстане ее проходят в школе еще. Я не знаю, проходит ли сейчас, но когда я учился в казанской школе, в 4 классе мы проходили эту сказку. То есть и я ее помню с детства. Вы читали ее, будучи учеником, и сейчас. Чем отличается эта повесть в глазах ученика от повести, которую читает уже взрослый мужчина? Ну, то есть я. То есть вы, да. Адель Кутуй был все равно человеком своего времени. А он был человеком в то время, жил, когда у нас была Вторая мировая война. На территории Советского Союза мы ее называем Великой Отечественной. Да? Великая Отечественная война, где был враг, который напал на нашу страну. И все дети, и взрослые, большинство, я так, наверное, скажу более дипломатично, конечно, хотели и рвались защищать Родину. И сказка и повесть «Приключения Рустема», она была именно на это. Потому что главному герою было 12 лет, и он очень был не рад этому, потому что его не могли пустить на фронт, потому что все-таки он еще ребенок. И бабушка ему рассказывает легенду о папоротнике, о том, что если ты найдешь этот папоротник в лесу, если ты преодолеешь все свои страхи, то тогда ты этот цветок можешь съесть и стать невидимкой. Его идея Рустема поехать на войну реализовалась вот через такую вот сказочную историю. Но самое главное, с чем сейчас эта повесть, сказка соединяется во времени, да? Самое главное в том, что современные дети еще больше верят в супергероев. Большинство детского продукта, который я вижу, у меня вот 3 детей, да, 3 дочери, у меня нет сына пока. Но что я вижу? Я смотрю мультфильмы, каждый второй мультфильм, если не каждый первый, это персонажи, обладающие сверхъестественными способностями. Либо это феи, либо это звери, либо это действительно люди, у которых какие-то сверхспособности. Рустем приобретает эту сверхспособность. И дальше у него романтическое отношение к войне. Мы живем в мирное время, слава Богу. Хотя в военных конфликтах мы участвуем. Не будем их называть. Мне бы хотелось, чтобы у современных детей романтического настроения к тому, что война – это красиво, война – это игрушка, этого не было. Если ты получил сверхспособность,
Сделай все, чтобы не создавать конфликты, чтобы не вникать туда в них. Это главная моя мысль. Человека, который закончил Суворовское училище и учился в военном университете. Кстати говоря, да, нашло отражение ваше отношение к военному делу вообще, мне кажется, в этом спектакле. Да. Можете вы назвать, что это ваш некий опус магнум пока? А что это такое? Ну, какое-то главное произведение в вашей жизни. Нет, Нет? нет, нет. Это один из тех смыслов. Ну, действительно, это очень хороший вопрос вы задали. Каким языком сегодня детям говорить о войне? Действительно, каким? Потому что если мы Говорить будем надо. говорить в розовых тонах, в постельных тонах, пастельных тонах, Да. да, не уверен, что так надо. А как тогда? Какие лучшие фильмы о войне? Те, которые показывают, что война – это не сказка. Те фильмы, которые вот в той же номинации Оскара, да, кроме «Кролика Джорджа», есть еще фильм 1917. Очень мощные высказывания режиссера, сценаристов и актеров о том, что война – это не круто. Родион Тимурович, еще несколько вопросов. Вкратце, пожалуйста, на них ответьте. Хорошо. Нет, я имею в виду, они предрасполагают к такому ответу. Вопрос от подписчика под ником Алсу17, от подписчицы, вероятнее всего. Такой в плане шутки. Что бы вы сделали, если бы как герой вашего спектакля стали невидимым? Первым делом. Ну, наверное, я бы пробрался к своим детям в комнату и послушал, о чем они разговаривают, Обсуждают ли вас? когда нас нет. И вопрос, предрасполагающий к некой философии и какой-то дидактике по отношению к нашим зрителям. Самый ценный совет, который вам когда-либо давали в жизни? Не торопиться. И вы... Подумать перед тем, что сделаешь. Подумать перед тем, что скажешь. Ну, хотя бы секундочку. Оценить. Мне кажется, этот совет – это очень хорошее завершение данного вечера. Мы тоже, не торопясь, поговорили о том, что нас интересует, и задали вопросы наших зрителей. Вы очень интересный собеседник. С Спасибо. вами бы еще договорить, конечно, но мы сами Время. предполагаем, да, регламент. Удачи вам, и мы надеемся, что вы еще не раз порадуете наших зрителей своими постановками в театре драмы имени Мажита Гафури. И желаем вам удачной премьеры. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, 20 февраля на сцене театра оперы и балета город Уфа вы можете посмотреть вместе со своими детьми спектакль «Солдат-невидимка» и поговорить правильным языком с вашими детьми о такой важной, животрепещущей и глубокой теме, как война. Спасибо вам за просмотр. Желаем вам хорошего дня, вечера, ночи или что у вас там. Болдема? Волда! Спасибо, Родион Тимурович. Еще раз. Классно, супер, молодцы.